Слово для выступления предоставляется полномочному представителю президента и Кабинета министров в Конституционном суде Крымской Республики Молдубаеву Алмазбеку Талалдеевичу. Прошу вас пройти к трибуне. Уважаемые судьи Конституционного суда, общую нашу позицию мы письменно представили суду. С учетом выступления обращающей стороны, мы также считаем, что данная норма не противоречит указанным нормам Конституции и последующим основаниям, что в первую очередь, конечно, то, что вот сейчас дискуссия началась, почему это при вторичном неявке раньше суды оставляли заявление без рассмотрения, это было скорее больше всего было связано с злоупотреблениями, допускаем в ходе судебной практики, поскольку иногда истцы до 2017 года, помните, у нас государственная пошлина уплачивалась по рассмотрению, соответственно, имело место быть повальное злоупотребление правом обращения в суд. То есть, когда государственная пошлина взыскивалась по результатам рассмотрения, соответственно, применялись методы давления на бизнес, на должников, скажем, тех людей, которые имели место какие-то отношения, подавался иск, и, соответственно, накладывался аресты на счета, на имущество, и использовалось это как метод давления, метод воспрепятствования бизнесу, оказания морально-психологического давления. И в связи с этим я полагаю, что были данные внесения изменены, убрано слово, по-моему, при вторичной неявке, соответственно, и пошлина началась уплачиваться вперед. И после этого возникает та ситуация, которую обращающая сторона. Мы на сегодняшний день все-таки считаем, что данное положение не противоречит и не ограничивает права истцов, поскольку, во-первых, целью гражданского судопроизводства является, правильное своевременное рассмотрение гражданских дел, соблюдение законных прав, свобод обоих, то есть и ответчика, и истца. Но мы говорим, что вообще любое производство начинается по заявлению истца. Соответственно, это желание не ответчика участвовать в этом, он вынужден быть ответчиком в данном судебном заседании. И, соответственно, если истец подает заявление и не является на этот процесс, мне кажется, в нынешних современных условиях, при развитии технологий сказать, что я не смог известить суд каким-либо из доступных методов, это как-то звучит, поскольку если у человека не успевает, он всегда может позвонить, воспользоваться средством связи, каких-то сетей, позвонить, смс, WhatsApp, то есть много есть видов при надлежащем ответственном отношении к поданному иску, соответственно, у человека всегда есть возможность предупредить, вплоть до того, что просто узнать телефон любого суда, вот там написано номер канцелярии, предупредить, обратиться, поэтому здесь сделано, мне кажется, эта норма, во-первых, сделана, чтобы не было злоупотребления со стороны истцов, и второе, чтобы истцы более ответственно относились к данному, к своим действиям, потому что при подаче заявления запускает целый механизм, это затраты государства, это принимаются люди, сотрудники канцелярии принимают, начинается производство, поддается в суд, идет подготовительное извещение. Соответственно, мы считаем, что истец, подавая заявление, он должен ответственно относиться к своему заявлению, и при нынешних уровнях технологий мы считаем, что всегда есть возможность предупредить суд о причинах, имеется в виду уважительной неявки. Плюс еще и предусмотрен механизм обжалования этого решения, вплоть обращения в сам суд, вышестоящие суды, и которые можно привести достаточные доказательства, которые могут подтвердить причину неявки. Вопросы, связанные с тем, что это затягивает процесс, это уже
качество работы судов я тут не могу говорить, что загружен у нас Верховный, не загружен, как должны соблюдаться сроки, это не наша юрисдикция. У меня все. У вас все, да? Да.